Испытано на себе. Наши несколько дней пути к водопаду подходили к своей кульминации. Напомню, что мы налегке на 3 лодках начали подъем по притоку, но когда подошли к притоку притока, обнаружили, что на лодке Юрия установлен алюминиевый водозаборник. Чтобы не рисковать, лодку мы оставили на устье и продолжили путь на 2 лодках с полиуретановыми водозаборниками. Стоп. Тормози, Жека. Жека. Нет. А? Залазим. Я тоже? Конечно. Даже несмотря на то, что лодка была почти пустая, тащить ее волоком по камням было сложновато, и мы решили подождать помощь. Посадив за руль самого легкого водителя, нам удалось проскочить этот сложный участок.
видите, самым верным решением было изначально высадить всех пассажиров и пройти перекат. Давай, давай. Самые хитрые всегда Спасибо за такое путешествие. Воды нету. Испытано на ней. Я горжусь тобой, Вика, да? Я говорю, в огонь и в воду. Масса эмоций, буря просто внутри, столько красоты. Хочется все снимать, но ты понимаешь, что фото и видео это не передаст, поэтому глазами все смотришь, запоминаешь запахи, звуки, просто красота природы. Знаете, я в какой-то момент подумал, что мы вообще оказались на другой планете. Как будто телепортация была, да? Да, Тоже вообще нереальное ощущение, которые останутся в нашей памяти на долгие годы. Якутия богата, оказывается, такими местами. Мы просто счастливы, рады и благодарны всем присутствующим. Что вообще мы здесь оказались, да. Это очень здорово. Но это незабываемо, это, можно сказать, одни из лучших впечатлений этого года. Я думаю, что на ближайшее время тоже. Но... Такие интересные, красивые места. Я не ожидала такого увидеть у нас в Якутии. Оказывается, у нас в Якутии вообще самая красивая и самыми красивыми местами. Вообще классно. не ожидаешь такого увидеть. Да. А что больше всего впечатлило? Вот прямо... Все, практически все. Да, вот именно все, абсолютно. Вот, начиная вот от прохождения вот этих вот перекатов, узкие места, холод, лед. Вот изо рта пар идет. Вообще. Летом. Полностью все. Нету такого, что-то где-то что-то не понравилось. Да. Вообще это клево, классно и испытано на себе. Вот он, основной каньон, в конце которого нас ждет долгожданный водопад. Мы включили камеры и двинулись вперед, к впечатлениям.
Сильнее, чем на кого? Мы здесь стояли. Так, ну, друзья, у нас там дали очень сильный поток, не такой, как был, когда здесь ребята уже были в прошлом году. Воды больше, поток сильнее, и мы не можем пройти буквально вот за вот этим поворотом, там стоит, там водопад. Вот сейчас поток просто безумный. Грубо говоря, вот этот приток, по которому мы шли, он питается чисто. Что говорите, что делать? Сейчас спускаем. А вот куда дальше не пойдем? Давай видео. Андрюха, а как разворачивается? Задом пойдем. Задом. Задом? Да блин, вообще не хочет даже выходить туда. Я страхую. Запускайся. Спуск необычен тем, что нужно двигаться задом, маневрируя мотором и выравнивая лодку. Тыкать веслами в скалы – это не очень хорошая затея, потому что весло может в скале застрять. На малых оборотах плохо, да? Не надо потереть камеру? Держать? Впечатлений просто переполняют эмоции. Мы здесь все-таки поднялись второй раз. И мне кажется, что второй раз это еще больше было эмоций, потому что это как минимум адреналин, жесткий такой прям. Но мы второй раз уже здесь просто. Да, но у меня... Да, ну, второй раз это как первый раз. Вот. Ну, просто маленько чуть-чуть не проехали, конечно, до того места, где мы хотели. Но зашли, главное. Дошли. Да. Но тяжело, нам еще спускаться тяжело. Да. Подняться сюда это одно, вот спуститься это еще другое, тут это уже такие, другое. прям получается извилины, да? Да, в этом году побольше воды. Вот, и льда побольше. В прошлом году, где мы стояли, ой, прошу прощения, где мы стояли, получается, Там уже там такое... все талое было, не было вообще льда. Они буквально вот по краям здесь на отвесах были, а внизу не было. Но сейчас там льдина метров, наверное, 6. Не, огромные там местами прям видела. Якутия очень интересная, очень богатая, и такие новые ощущения мне с другой стороны совсем она открылась. Но вообще получается, что мы с Викторией, я вот часто выезжаю на горные реки, а это первый раз, когда она вообще выехала на горную реку. У тебя какие вот ощущения по этому поводу? Эмоции меня переполняют, даже слов сейчас не могу подобрать, потому что, наверное, потом домой приеду и буду думать,
И я побывала, боже мой, как круто это было. Да, действительно, очень. Просто сам я, когда мы заехали, тут как будто действительно попадаешь в какое-то другое измерение. Буквально как зашли в каньон, вот этот лед огромный, да, такой. Только от льда отошел, заходишь в такой каньон. Все так быстро меняется. Потом вроде по каньону чуть-чуть, и там такой поток, и видно, что водопад вот буквально там вот эта водяная пыль, прямо мощь сильная. Захватывает, вот этот поток. эмоции переполняет. Да. И просто все это друг на друга вот действительно накладывается. И сейчас мне сложно вот как-то совладать с мыслями, как-то все это оформить правильно, передать. Но действительно, как сказали, не передать это словами. И, наверное, даже видео, насколько здесь... Не покажет всего того, что вообще, есть. Да, просто слов нет. Поэтому, друзья, Другое путешествуйте, открывайте. Путешествуйте семьями. Да, обязательно. Ну, а сейчас хотелось бы вас познакомить с тем человеком, благодаря которому мы здесь вообще появились, да, находимся. Это Андрей Полыгалов. Это человек, который, наверное, на водомете прошел больше, чем за рулем машины, на автомобиле, скорее всего, возможно, да? Так точно. Так и есть, да? Вот, Андрей, расскажи, как вообще вот ты обнаружил такое место? Ну, такие уникальные места я ищу на картах, на спутниковых снимках. Нахожу эти места, сопоставляю их с картой и, как говорится, еду и проверяю. То есть, так ли оно там красиво здесь или нет. Ну, как видите, так оно и есть. Очень красивые, уникальные места. Это место совсем находится недалеко от города Якутска. Вот. Но где это место, мы не скажем. Это наш секрет. Ну, я сказал, что 200-300 километров радиус. Да, радиус 300 километров. 300 километров. Вот, действительно, ну, как будто попадаешь, вообще первый раз, когда ты сюда попал, ты, вот ожидание реальности у тебя совпало, то есть ты думал, что именно так здесь? Совпало. Но я думал, что я сюда приду пешком. Я думал, что эта речка совсем маленькая, ну, как ручеек, а оказалось, как бы она такая бурная, с характером. Вот. Место интересное, уникальное. Вот, ну, спасибо тебе, Андрей, за просто супер. Ты видишь, сколько человек, да, уже приехал сюда. Я просто куча эмоций и впечатлений. Присоединяйтесь к нам. Уруй! Айкал! Уруй! Айкал! Уруй! Айкал! 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 Прямо резко? Насколько красивы подобные места, настолько же они могут подарить вам дозы адреналина. На спуске есть и течение, и мелководье, то есть лодку надо держать на скорости, но не забывать про острые скалы, в которые вас так и норовит прибить течение. Ко всему прочему, у нас добавилась еще одна проблема. Помните, в первой части я говорил про прошлогодний разбавленный бензин, которого осталось много и жалко было утилизировать. Мы его разбавили со свежим бензином и добавили еще двухтактного масла по нормативу. Так вот, настало время этому хорошему с точки зрения экономии ходу проявить себя во всей красе. Если на высоких оборотах двигатель работал, то на холостых просто глох. А потерянные секунды в таком потоке и нависающими над тобой глыбами льда могут привести к фатальным последствиям. Благо, была небольшая береговая линия и лодку подстраховали веревкой.
Сейчас, по прошествии времени, я еще раз убеждаюсь, что в памяти остаются только положительные эмоции. Трудности, оказывается, имеют свойство забываться. Предлагаю сейчас посмотреть спуск до лагеря от первого лица. Что-то похоже, мы русло нашли. Не, мы так проезжали? Нет, 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 вот там мы проезжали, вон, где та ветка. Давай. Сели. Сюда надо, да? Сюда ложись. Осторожно. Подождем давай. Подождем. Стоп, протащим. Что делаем? Ничего. Развернуть тебя? Глубоко должно быть. Угу. Вот, сейчас, хватит. Подожди, это я сейчас. Давай. Давай попробуем раз. Сейчас, подожди. Камней нет, да? Я ухожу. Давай сюда, назад иди. Да, страшно. Иди, да. Назад иди. Назад иди, Инна. Вот здесь. Она сейчас сразу пойдет, походу. Надо, короче, залазить. Может, это, Петя залезет уже? Надо, Петя, залазь. Так, а я как прыгну? С этой стороны. С какой? Стой. Давайте, раз.
Давай. Это еще висит. Раз, два. А ты куда толкаешь? Давайте, раз, два. О, тут глубоко. Пошла, да? Бревно надо еще было надушить. Вот а бревно прямо, а? Давай, будем вверх. А ту дырку откройте нам. Навигатор, смотри. Просто меня на курс туда поставьте и все. Давай, раз, два, взяли. Жень, заводись. Давай. Тут тоже камни. Что он у вас? На камне висит или что? Идет хорошо же. Давай, давай. Вот так потихоньку мы спускались до устья притока. Там уже пересели на 3 лодки и по более благоприятным условиям спустились уже до лагеря.
Поедете ли вы в подобную семейную поездку или нет, зависит только от вас, но впечатления останутся точно на всю жизнь. Следующие дни были достаточно обычными. Мы порыбачили, сделали 5-минутку из линка, получилось очень вкусно. Подъем к водопадам, кстати, не прошел даром. У меня образовалась маленькая дырочка в бронированном дне лодки, которую мы благополучно заклеили. А вот у Юрия на обратном пути раскололся водомет. Скорее всего, это было следствие жесткого алюминиевого водозаборника, которым он ударился об камни. Но благо парни с группы «Перекат» помогли и доставили до машины, за что им огромная благодарность. Так как наши группы разделились, мы узнали обо всем только когда появилась связь. После поездки я задумался, видимо, наше лето настолько короткое, что дарит нам такие острые эмоции и незабываемые впечатления, чтобы холодными длинными вечерами вспоминать летние поездки и планировать выезды следующего лета. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч в эфире и берегите природу.